Вот так с музыкой и военной атрибутикой на БТРе решили в честь 9 мая проехаться по центральной улице Назрани военные 291-й артиллерийской бригады. Пока тяжелая техника медленно передвигается, приковывая взгляды окружающих, оркестр идет по парку Славы к вечному огню, исполняя военный гимн. Далее минута молчания и по традиции возложение цветов у вечного огня. Таким образом чтут память тех, кто пал в бою в годы Великой Отечественной войны, и преклоняются перед теми, кто сейчас рядом с нами. А это наши ветераны, которых в республике, к сожалению, осталось всего 2 человека. И гордость, и радость, и слезы, и боль невосполнимых потерь. Все соединилось в великой победе. Сегодня каждый знает, какую цену пришлось заплатить советскому народу в той войне, унесшей почти 27 миллионов жизней. Несмотря на то, что в связи с коронавирусной эпидемией, пандемией отменили парад, нам не запрещено возложить венки, цветы, отдать дань уважения, дань памяти воинам, защитникам Отечества, погибшим во славу нашей необъятной Родины. И еще раз повторюсь, значимость данного мероприятия, данного события, оно безгранично. Путь к победе был очень долгим – 1418 дней и ночей. А в этом году наш народ отмечает уже 75-ю годовщину победы над Германией. Правда, из-за пандемии коронавируса делается это не совсем обычным. Имена советских солдат, уроженцев Ингушетии высечены на мемориальных плитах и накрепко вписаны в историю ингушского народа. В первую очередь хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, участников тыла, которые принимали участие в Великой Отечественной войны, пожелать им здоровья, ну и, естественно, нашему народу, потому что он непосредственно участвовал в Великой Отечественной войны. То, что вот ими было сделано, рискуя своей жизнью, вот сегодня у нас мирное небо над головой, то, что мы не должны эти уроки никогда забывать, потому что вот хроника тех лет, мы видим ее, смотрим, в каких трудных условиях добывалась эта победа. С каждым годом людей, которые храбро сражались, защищая нашу общую родину, все меньше. И в наших силах сохранить для потомков память о них и их славных подвигах на фронтах Великой Отечественной. Потому подрастающее поколение сегодня чтит тех, кто еще рядом с нами, и вспоминает тех, кого унесла эта война. Мне кажется, наше поколение одно из последних, которые смогут застать ветеранов, их истории, их подвиг вживую. И мы считаем своим долгом, своей задачей передать все это будущим поколениям, запомнить их подвиг и никогда не дать никому изменить нашу историю. Мы стараемся делать все, что в наших силах, для того, чтобы не допустить этого. Помнить подвиг, который совершили наши предки. 75 лет назад была одержана победа в Великой Отечественной войне. 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам этот мир, весну и жизнь. Светлана Томова, Магомед Дидигов. Новости 24.